Тулан лает глухаря. Отсюда он поднял, но я не слышал, чтобы он садился. Бездельник нашел, смотри. Здесь я закреплял, как сказать, фотоловушку. И есть один файл, который заснял глухаря. Красиво сел. Метров 120, наверное. Ой. Ага. Ладно. Видите? Сейчас. Терпитишь. Терпитишь. Видно. Что-то не там. Видите? Туда. Да. Беспокоится Тулан. Шумит ветерок. Всем привет, ребят. Сегодня 14 октября. Покров день. Смотрите, какой прикид у меня, как оделся. Потому что у нас дожди. Сейчас вот прекратился. Да нет, идет. И сегодня целый день обещали дожди, так что сейчас буду плыть я на лодке, где-то 5 километров. И оттуда уже пойдем пешком. Конечно, эту теплую одежду я в лодку оставлю, но здесь приходится так одеваться сегодня. Ладно, будем задерживаться. И Тулан уже не втерпешь. Видите, какой. Хочется ему побегать. Отдыхал сейчас несколько дней. Короче, пошли мы на поиск глухаря сегодня снова. В лес я выходил где-то без 10:06. И в ясные дни было светло. А сейчас уже 10 минут 7. И видите, как сегодня облачно. И даже вам скажу, такие вот сумерки, еще темновато. Скажем, если какой-нибудь зверь стоит буквально 50 метров, не, даже и не увидишь, не отличишь его. Так что дни уже укорачиваются заметно. Каждым днем все меньше и меньше становится. Короче-то есть с этого день. Бывали осени такие, что шли дожди каждый день, не прекращались. Вот ты едешь на охоту на 10 дней. И буквально каждый день. Вот в таких ОЗК или же еще какой-нибудь плащ. Ну, у меня второй плащ в рюкзаке сегодня. В нем буду ходить. Вот целыми днями ходишь под дождем. Вот. А в эту осень вообще идеальная погода была. Вообще идеальная. Я не помню, что такое вот целую осень так солнечно и тепло было. Редкость. Обычно дожди всегда. Да, вода идет. Между прочим, хорошо идет. За сутки примерно 10-12 сантиметров пришло. Вот так уровень, наверное, поднялось. Но заметно, видно, как река меняется. Она становится огромным, большим. Вон как идет вода. Ну, таежные речки они такие. Все. Потому что верховье, с верховья идет быстро, очень быстро вода. Ну и уходит очень тоже быстро.
Блин. Мощно так. Вода пришла мощно. Даже больше 12 сантиметров даже. Но вон она какая становится. Вот это уже понимаю. Река. Пипец, вот это уровень уже, да. Полноводье скоро станет. Нормально. Вообще нормально это все. Ходить по реке будет хорошо. Тулан лает глухаря. Отсюда он поднял. Но я не слышал, чтобы он садился. Без денег нашел, смотри. Лает хорошо. Будем подходить. Вообще тишина стала. Он уже возвращается. Ну, чё он так? Но все равно по пути буду смотреть. Точно идет. Вот где-то он тут сидел. Отсюда излетел. Самое главное, я не услышал, как он садился. Ладно, опять он туда ушел. Я нахожусь примерно в том месте, где он облаивал. На Тулан уже по своим делам. Дальше пошел по просеку. Видать, также глухарь садился и улетел. Но все равно зайду. Он где-то вот тут он лаял. Не терпит собак поздней осенью. Они уже осторожными становятся. Вкусные, конечно, они, но очень тяжело добывать. Нет, он улетел, видать. Но я не слышал ни то, что как он садился и как он взлетел. Не знаю, что он так, куда он облаивал. Да, он улетел, наверное. Здесь уже второй раз я его вижу. Хорошее место тут. До сих пор у меня присутствует недоверие к собаке своей. Но, думаю, уже надо привыкнуть. Если собака перестала лаять, то она летит. Значит, дичь уже улетела. Это так, уже несколько раз это повторяется. И просто так он не перестает лаять. После выстрела, конечно, он подходит ко мне. Это есть такая привычка. Но к облаиваниям надо привыкнуть. Надо найти общий язык, понять собаку. Вон, смотрите, какие, блин, сосны такие здоровые, сучья. Именно глухариные, вон, блин. В таких местах они садятся, хорошо сидят. Ладно, не будем задерживаться. Тулан молодец. Свое дело делает. Но, к сожалению,
птица улетает. Пока. Пока. Все, оставляем. Не будем задерживаться. Встретимся еще, глухарь. Вот увидишь. Ребят, мы отдыхаем. С Туланом вот тут. Отдыхаем. Вот тот самый коряга. Здесь я закреплял, как сказать, фотоловушку. И есть один файл, который заснял глухаря. И потом какой-то сбой пошел, что автоматом все переключилось на фото вместо видео. Но один файл есть. И сразу же после этих слов я выложу. Вот. Я вот уже несколько раз пересмотрел. Вон он, тот самый глухарь. Он как ищет камушки. Ищет камушки. Но, к сожалению, только 10 секунд. И потом выключается. Больше ничего нету. Но очень интересно было понаблюдать. Дальше сейчас я установлю и также оставлю еще на несколько дней. И потом уже будем забирать отсюда. Ну, возможно, еще подойдет этот глухарь сюда. Будем наблюдать, смотреть. Наверное, я чуть-чуть ближе даже поставлю видеокамеру. Вообще в упор как-то установлю. В принципе, и оттуда можно там снимает хорошо. Но посмотрим. Сейчас я установлю и дальше пойдем. Пока никого не видели. Пустую идем без выстрела. Вон собака как валяется. Обычно на помете у оленя или медведя так. Сейчас глянем, что там. Принимает ванну. Что там? А? Ну, я говорю, это у оленей. Вон он. У оленей какашки. Ай да, такое тоже не пропускала никогда. Ну, обхожу вырубку. Такая вырубка хорошая. Пока тишина. Куда-то сел рябчик. Близко где-то он. И собака тут, блин. Не вижу. Где-то тут рядом вообще он. Капитально замаскировалась. Он начал пичкать. Сейчас летит. А вон он. Увидел его. Блин, перелетел за дерево. За дерево перелетел. Он сидит за деревом. Спрятался за дерево. Не вижу. Вон голова. Выглядывает. Только голову вижу еще. Вот блин. Любопытный. Любопытный. Голова торчит и все. И собака пришла. Ой, блин. Там он сидит. Наша птица. Ладно, сейчас в бок пойдет. Пошли. Куда? С другой стороны. Если взлетит, не беда. Вон взлетела. Фиг с ним. Чуть-чуть не успел. Потом за дерево он сел и улетел. Я уже не понимаю, куда иду. Наверное, навигатор надо доставать.
однотонный лес какой-то. Где юг, где север, все. Заблудился. Вот улан прискакал. Сегодня он вообще идеально хорошо работает. Вообще идеально. Приходит, уходит. Практически я его не вижу. Все время где-то бродит. Пару дней вот отдыхал дома. Сейчас с новыми силами газку, только путь ищет. Вот. Так. Точно на навигатор надо найти. Это старые зачесы какие-то местами попадаются, или это просто... Это просто, наверное, как сказать, не зачес, а что-то с деревом бывает случается. Другое дерево об дерево ударяется, потом кора уходит, и вместо зачеса так можно подумать. Не, реально надо доставать навигатор. Там что за... А это куда я вылез? Там какой-то пустырь. Там вырубка или болото. Короче, вышел я на вырубку. Теперь понятно, где я нахожусь. Пока не буду доставать навигатор. Там дальше где-то проходит средняя просека. Вот туда и пойду. И там еще побродим. Хорошо, сейчас все понял. Где-то рябчик слышу. Где-то на земле, не то. Не вижу я его. Вообще где-то в упор. А, вон он. Увидел. Перелетел. Тут их двое. Но елки. Не знаю. Один туда прилетел, второй туда. Тяжело найти в таких местах. Сейчас пока собака, наверное, придет. Одного вроде я нашел. Блин, потерял. А вон он. Теперь точно нашел. Ох, уже пошел. Собака пришла, блядь, как всегда. За сучьями сидит. И собака пришла. Как назло. С собакой кашу не сваришь. Насчет рябчика. Опять перелетел. Второй где-то вот тут сидит. Не, реально так. С собакой охотится на рябчика. Вон он. Дай попробую издалека. Как назло. За сучьями сидит и все. Точно за сучьями он.
Есть контакт. Тула. Попал. Лок. Четко попал, блин. 70 метров. Тула. Лок. Вон, смотри, капкан висит. На зайца. Второй вот тут где-то. На зайца капкан. На куницу нам наставили. Так, большая сосна. Так, ладно, в другую сторону пойду, пусть собака. Где-то вот тут еще второй. Так, собака пошла в другую сторону. Ладно, бегом туда. Вот это хороший выстрел, ребят, был. Чутко он прям как камнем упал. Туда. Ой, бля. Конкурент мой, а вон он нашел. Собака конкурент мой. Еще шевелится. Вот это выстрел, ребят. 70 метров. Точное попадание. Второе оставляем. На самка там. Этот самец. Фу, Аспач. Аспач. Ну, и джедли. Вон там на крови. На. Это ты не улышь. Все, мон, вперед. Давай, давай, мон, короче. Фу-ху-ху. Хоть что-то. Хоть что-то. Не спеша можно было обеих бахнуть. Или попытаться второго. Пускай живет. Сейчас пипец. Фу, Господь. Пипец. Ну, камон, марш. Ой, блядь. Ну-ка, фу. И от дроби, ой, и от пули, и от зубов. Все получил этот рябчик. Фу, Господь. Все, пошли. Сейчас расскажу, ребят, все как было. Вот это да, вот это рябчик. Короче, камера у меня на шапке. Блин, испачкался весь в крови. Как будто резал, я не знаю кого. Короче, шел, камера выключена была. И просто звук крыла слышу. Посмотрел, думал, дятел. И прям на голову вот возле меня вот дерево стоит. Подсела этот рябчик. Я, короче, открытым прицелом выстрелил. В упор выстрелил. Открытым прицелом. Думал, оптику не буду открывать. Выстрелил и в рябчика я не попал. Потом оптику открыл, уже собака прискакала. Ну, выстрелил, потом все, надеюсь, было ясно, понятно, видно. Этот бездельник схватил, но хоть не утащил, не унес. А Айда у меня вообще рябчика брала, и ее было не догнать. Она несла. Если, скажем, вот так будет, скажем, пусть нападает, но если не будет уносить, это хорошо, можно подстрелить, упал, там, ну, немножко помьет, конечно, но если собака уносит, это уже беда. Ну, примерно так, второй рябчик у нас в рюкзаке. Идем дальше. Такой лес хороший. Даже не представляете, хорошая тайга. И
Блин, ни одного взлета крупной дичи нету. Дальше у нас будет 2 вырубки и болото. Там надея есть. В прошлый раз я там видел даже 2 глухарей. А сегодня в ту сторону тоже сходим, посмотрим. Может они там. А здесь почему кополух и никого нету? Ну нету, потому что нету вообще брусники вообще в этом году и в прошлом, и позапрошлом. Ни одной ягодки, ни одного. Вот, хоть бы одну ягодку, если я найду в тайге, я вам покажу. Даже ни одной, единственной ни одной ягодки нету. Вот поэтому дичь вот где-то ищет еду, корма возле болот, возле ручьев, возле, ну вот где вот с утра видели глухарей, там глухаря-то есть. Может там еще вот в таких местах травой кормятся. Ну идем дальше, ребят, не буду болтать. Молодец. Вот смотрите, как активно ищет. Что-то опять учуял он. Прям летает. Не знаю, кто вот только. Потихоньку иду. Там сырая низина. Ушел в ту сторону куда-то. Может, глухарь тут ходил. Квартальная просека. А тут вырубка. То самое место, где сталкивались первый раз с Айдой, с медведем. Где-то дело вот тут было. Блин, почти сел и не сел. Сядет, не сядет. Сел. Красиво сел. Метров 120, наверное. Тут косачи. Штук 15 было. Так, ну, сейчас немножко подойду. До той березы. Остальных или нет, не видел. Подожди. Да, вижу. Вроде не попало. Сразу взлетел и улетел. Не знаю почему, куда я выстрелил. Под яблочко взял. Но факт, что я не попал. Может еще. Вроде нормально, не спеша и хорошо. Цель отлично виден был. Но вот видите как. Блин. Улетел. Улетел. Идем дальше. Черный косач был. Видели, ребят, как я круто промазал. Тот охотник, если взял ружье с оптическим прицелом, хоть карабин, хоть мелкашка с оптическим прицелом, будут у вас промахи. Без этого ну никак не получится охота. Вот в данный момент цель, блин, как на ладони была и недалеко, 70 метров. Я не попал. Если попал, это факт, я бы услышал звук попадания, и птица бы как-то не так полетела. Вот так вот. Но я не огорчен вообще. Самое главное, что он не поранился, он полетел нормально. А когда вот с подранком улетает, это уже немножко, знаете, вот не по себе.
не тебе в руки дается это и улетает, погибает где-то. Ну, куда-то в ту сторону они улетели. Сейчас, может, еще увидим их. Ну, первый раз такая стайка, неплохая. Между прочим, такой 15 штук. Это уже нормальная кучка. И если вот, скажем, 1, 2, 3 раза я такие вот стайки увижу, я уже буду говорить с уверенностью, что зимой косачей будут. Ну, здесь нормальная стайка была. Штук 15, наверное, было точно.